В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Необходимая вещь в полевых условиях из подручных материалов. В Якутске провели мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей для бойцов спецоперации из республики. Даже в век высоких технологий иногда именно помощь четвероногого друга помогает раскрыть преступления по горячим следам. Расскажем о работе кинологической службы. Новые подходы в лекарственном лечении опухолей и инновационные методы исследования для диагностики рака. Онкохирургической службой за 2023 год было проведено более 2500 операций. Не только семинары и лекции с 16 по 20 января на базе музейного комплекса «Россия. Моя история» проводится образовательная смена «Зимняя школа навигаторов детства». Василий Егоров одержал победу над Расулом Салиевым в 1/4 финала Кубка России. В Самаре продолжается турнир сильнейших боксеров страны. В праздник крещенского сочельника 18 января Айсен Николаев по традиции окунулся в крещенскую купель на реке Лени. Иордань молитвой осветил архиепископ Якутский Еленский Роман. Сегодня в 17 муниципальных образованиях Якутии организованы 27 мест проведения обрядовых мероприятий крещения Господня. Это 17 купелей и 10 прорубей для забора воды. Также в местах крещенских мероприятий обустроены пункты обогрева для населения. В период проведения крещенских купаний в республике, кроме водолазов, спасателей службы спасения Якутии и медиков, также будут дежурить сотрудники ГИМС, представители противопожарной службы, подразделения МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Для меня это добрая традиция православная. Мы еще с достопамятным владыкой Зосимой в далеком 2006 году начинали возрождение крещенских купаний здесь у нас в Якутске. Тогда, я помню, совсем нас было мало, человек 20, наверное, да. Но постепенно вот это превратилось уже в такое очень серьезное, богоугодное на самом деле деяние, когда мы по всей республике сегодня по 27 местам делаются такие Иордане для того, чтобы православные люди могли окунуться. Мирнинцы также смогут окунуться в крещенскую купель по случаю одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. Местом купания, как и в прошлом году, станет заводь реки Ирилях. Чин освящения воды начнется сегодня в 21:00, после чего купель станет доступной для купания вплоть до 19 января. На протяжении 2 дней здесь будет дежурить личный состав и инспекторы ГИМС, а также медицинский персонал. Купель будет оборудована обогреваемой палаткой с удобным спуском в воду. Также уже сегодня жители алмазной столицы смогут набрать крещенскую воду. Горожанам советуют набирать священную воду в храмах города, так как она прошла проверку Санпина. Сами купания будет предварять молебен, водосвятный молебен на освящение воды в крещенской проруби. И только после молебна, после освящения начнутся уже непосредственно сами крещенские купания. Праздник крещения Господня принята традиция набирать крещенскую воду, которая называется Великая Агиасма или на более понятный русский язык Великая Святыня. В объективе уже видно, стоят баки, вода уже была освящена, по уставу вода освящается в навечерие богоявления, то есть в крещенский сочельник, утром по окончании божественной литургии. Ну а в Ленске закончилась подготовка к крещению. Как ежегодно, купания пройдут на реке Лени в районе пристани. Уже сегодня вечером ленчане смогут окунуться в крещенскую купель. Подготовка к крещенским купаниям прошла, как всегда, организованно и быстро. Для расчистки территорий и подъездных путей была привлечена техника МУАТ. Установка купелей и палатки занимался подрядчик Антон Максимов. Сено привезем, пушки, сходни новые поставим. В этом году решили на новые сходни сделать. Наша кузнечная мастерская изготовила новые сходни. Они легче, надежнее, комфортнее, долговечнее. В палатке, где находится купель, созданы все условия для комфортного купания. Оборудованные раздевалки, проведено освещение, установлены скамейки, для обогрева работают тепловые пушки. Хочу попросить всех наших христиан, всех, кто будет окунаться. Во-первых, не нужно окунаться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Но, естественно, не нужно приезжать на Иордань в состоянии алкогольного опьянения. В целях безопасного прохождения крещенских купаний на месте будут дежурить сотрудники ГИМС, полиции, ГИБДД и, конечно, медицинские работники. Освещение купели состоится уже сегодня в 19 часов. Окунуться в прорубь можно будет до завтрашнего вечера. Рядом с установленной палаткой пробурена дополнительная купель, где можно будет набрать святой воды. Также она предоставляется в храме. До протяжении 2 дней в Ленском приходе будут организованы праздничные службы. Я хотел бы ко всем обратиться и напомнить, ко всем христианам, о том, что помните, что купание в крещенской проруби – это очень хороший, благочестивый обычай христианский, но это не заменяет визитчиков в храм, потому что это праздник называется Богоявление, то есть Бог является нам. Чтобы Он лично тебе явился, пожалуйста, прийти в храм, помолитесь. Ежегодно в крещенских купаниях принимает участие большое количество ленчан. До пандемии окунались в прорубь более 3000 человек. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Единый координационный центр республики продолжает работу по оказанию помощи бойцам из Якутии, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Недавно в зону СВО была отправлена партия автотехники, которую предоставили предприятия и организации региона. Также продолжается формирование заявок от бойцов и подразделений на обеспечение их гуманитарной помощью и техникой. Маскировочные сети, пологи, блиндажные свечи и другой гуманитарный груз постоянно доставляется в Донецкую и Луганскую народные республики. Сейчас готовим продуктовые подарочные наборы для наших бойцов к 23 февраля. Идет планомерная работа с местными производителями мясной и рыбной продукции, которая будет закуплена Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса. Оперативный штаб в Якутске продолжает плановую системную работу. Организованы выезды представителей в зону проведения специальной военной операции, чтобы собрать заявки, посмотреть реальные нужды фронта, которым мы можем чем-то помочь. В Тюменском отделении Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» началась подготовка 100 кандидатов в инструкторы, среди которых есть и педагоги из Якутии. После обучения выпускники начнут работать в новых региональных отделениях. Торжественное мероприятие, посвященное старту образовательной программы, прошло в Тюменской областной думе. На сегодня Центр открыл свои филиалы в 12 регионах России. В текущем году подобный проект будет запущен в Якутии. Об этом ранее сообщал глава региона Айсан Николаев в ходе своего послания Госсобранию Ил-Тюмен. Управление Госстройжилнадзора Якутии передает эстафету Якутскому коммунально-строительному техникуму по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО. Так, сегодня в техникуме прошел мастер-класс по их изготовлению, который провели сотрудники управления. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Тимур Колмогоров. Блиндажную свечу, которую используют военные в полевых условиях, само по себе можно создать своими руками из подручных средств. Так, для этого нужна лишь жестяная банка, парафин и гофрированный картон, который используется вместо фитиля. Такие свечи горят от 2 до 8 часов и выполняют одни из самых важнейших функций для наших бойцов. Это обогрев, освещение и приготовление пищи. Более 170 студентов и сотрудников техникума приняли участие в мастер-классе, начиная работу с самого утра. Техникуму для изготовления блиндажных свечей управлением Госстройжилнадзора Республики было передано 1000 банок и 100 килограмм парафина. Мы работаем в 2 смены. Утром до обеда сюда приходили студенты второй смены, а после обеда, как вы видите, подошли студенты, которые первую смену уже отучились, и преподаватели в свободное от своих занятий время тоже пришли сюда. Для свечей необходимы очищенные от грязи и этикеток банки любых размеров. Наиболее подходящими считаются банки из-под сгущенки. Сердцевину, гофрированный картон, кладут внутрь в форме звезды. Для того, чтобы лучше горело, чтобы равномерно горела свеча. Картон разрезаем их по размеру и подгоняем в банку. Нам объяснили, показали, как делать, и мы делали. В прошлом году сотрудники управления Госстройжилнадзора Республики одними из первых подхватили инициативу по изготовлению блиндажных свечей в регионе. К концу 2023 года они изготовили и отправили в зону спецоперации более 2500 свечей в помощь бойцам из Якутии. Мы когда отправляли наши свечи, получали обратную связь от
участников специальной военной операции. И вот участники, конечно, благодарят нас и считают, что необходимо вот такие свечи еще дополнительно отправлять. За время мастер-класса его участниками было создано более 700 заготовок блиндажных свечей. Полностью изготовленные свечи будут направлены в фонд общественного движения «Якутия с тобой», откуда после направлены вместе с другой помощью бойцам республики. Работа техникумов в этом направлении будет продолжена. Тимур Калмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Служебные и разыскные собаки – незаменимые помощники на службе полиции. Поиск пропавших людей и преступников, обнаружение наркотических и взрывчатых веществ в этой работе без четвероногих друзей не справится. Недавно один из питомцев центра, восточноевропейская овчарка по кличке Фараон, помог найти и задержать человека, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Подробнее о Фараоне и его наставнике расскажем в следующем сюжете. Во время новогодних праздников в одном из домов по улице Речников в Якутске произошло преступление. Один из жильцов получил ножевое ранение. На вызов прибыли оперативники МВД и кинолог Иннокентий Яковлев со своим подопечным, восточно-сибирской овчаркой по кличке Фараон. Несмотря на морозы, собаке удалось взять след и выйти на дом, который располагался в 2 километрах от места преступления. Там-то в одной из квартир и был обнаружен подозреваемый. До этого он искал пропавших людей в лесу. В прошлом году, к примеру, у нас 2 бабушки были потерявшиеся в разный период года, которых также по горячим следам он обнаруживал. Также были обнаружены по кражам. Но это особо нигде не прогремело, конечно, но тем не менее у него раскрытий довольно-таки тоже много. Иннокентий Яковлев также является наставником другой разыскной собаки, овчарки Ареса, которая за годы службы также помог раскрыть множество преступлений. Из всех пород Иннокентий отдает предпочтение именно восточноевропейским овчаркам. Они более выносливыми являются, более крепкими и ничем не уступают немецкой овчарке. Я считаю, что эта порода более приспособлена для наших условий, для суровых климатических условий. В кинологическом центре сегодня работают 17 инструкторов, под опекой которых находится более 50 собак. Но стать инспектором в кинологическом центре может далеко не каждый. Самое главное – это любовь к собакам. В данном случае, к примеру, в нашем именно центре кинологической службы все должности инспекторские, то есть офицерские. Нужно иметь юридическое или ветеринарное образование. Ну и главное – желание работать. И, как показывает практика, даже в век высоких технологий и всевозможных гаджетов, иногда именно четвероногие друзья помогают раскрыть преступления по горячим следам. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Новые виды высокотехнологичной медицины помогают выявлять и эффективно излечивать онкологические заболевания. Онкохирургической службой Якутского республиканского онкологического диспансера за 2023 год было проведено более 2600 операций, из них около 170 высокотехнологичных. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Якутского республиканского онкодиспансера работает с 2020 года. Продолжит тему Даяна Федорова. При проведении операции вместо привычного скальпеля в руках врача игла. С помощью нее они выполняют комплексы мини-инвазивных вмешательств. В первую очередь диагностируют новообразование, а также проводят лечебные и паллиативные процедуры для стабилизации состояния пациентов. С открытием нового онкоцентра количество высокотехнологичных операций увеличится. Планируется ввод ангиографического комплекса. То есть мы начнем выполнять внутрисосудистые операции малоинвазивные. Это операции на опухолях печени, почек, матки и других локализаций. В основном это остановка кровотечения малоинвазивным путем, без операции. И химиотерапия, локальная химиотерапия, то есть ввод химиопрепарата прямо в сосуд опухоли. За 2023 год врачами отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения выполнено около 4500 малоинвазивных процедур различных локализаций. Помимо этого появляются новые подходы в лекарственном лечении опухолей и инновационные методы исследования для диагностики рака.
Алло, здравствуйте. Программа «Онкопоиск», оператора «Элита». Слушаю вас. Скрининговый онлайн-проект «Онкопоиск» на базе диспансера действует с 2020 года. Его основная цель – выявление предраковых состояний или рака на ранних стадиях. Анализ крови и скрининговые технологии проводят по 6 основным видам рака, которые являются ведущими причинами смерти населения региона. Это скрининг рака легкого, молочной железы, колоректального рака, печени, шейки матки и предстательной железы. За 3 года действия проекта было анкетировано около 22 тысяч человек. Любой человек может зайти на сайт Онкопоиск САХА.РФ на телефоне через компьютер и пройти анкетирование. При выявлении анкетируемого высокой группы риска пациенту предлагается пройти обследование в условиях нашего онкологического диспансера. Это будет все бесплатно в рамках ОМС. При этом пациент может выбрать любую дату и время посещения нашей клиники. При этом необходимо только лишь согласие. Открытие нового онкологического центра запланировано в конце января. Этот медицинский объект возведен в рамках нацпроекта «Здоровье», инициированного Владимиром Путиным в 2019 году. За эти 5 лет введено рекордное количество медицинских объектов, внедрены новые методы лечения и увеличилась укомплектованность кадрами в медучреждениях. Даяна Федорова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Глава Минтранса страны Виталий Савельев доложил президенту России Владимиру Путину об организации авиаперевозок и развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Так, по дальневосточным маршрутам за 10-летний период годовой рост объемов перевозок составил более 5%. Также министр пояснил, что действие всех программ субсидирования авиаперевозок продолжили в текущем году, а суммарно на них выделили более 25 миллиардов рублей, 60% из которых направят на перевозки на Дальнем Востоке. С 16 по 20 января на базе музейного комплекса «Россия. Моя история» проводится образовательная смена «Зимняя школа навигаторов детства» для советников директоров по воспитанию общеобразовательных и среднепрофессиональных учреждений республики. Проект проводится в рамках реализации национального проекта образования. Подробнее о мероприятии смотрите в материале Семена Никифорова. Вторая по счету зимняя школа собрала на своей площадке 120 советников директоров из 28 районов республики. Программа включает в себя различные мастер-классы, тренинги, лекции и квест-игры. Для участников выступают спикеры регионального и российского уровней. Образовательная смена «Зимняя школа навигаторов детства» проводится уже второй год. В этом году у нас проект реализуется при поддержке Росмолодежь гранты. В этом году летом я выиграла грант для физических лиц от Росмолодежи на сумму 275 тысяч рублей для проведения «Зимней школы навигаторов детства». Вообще это является традиционным нашим мероприятием, которое задает именно темп нашего нового года. В течение 5 дней участники смены будут повышать уровень профессиональной компетентности, обмениваясь успешными практиками своей работы. Я беру идеи, модернизирую их, и мы работаем с ребятами уже на своей площадке, на базе нашей школы, проводим различные мероприятия, дни единых действий, и реализуем активно их каждый месяц по спискам, по программам. Я думаю, такие мероприятия очень полезны, так как повышают квалификацию. Активно, если участвовать, ты повышаешь свои скиллы, навыки и умения. Образовательная смена – это не только семинары и лекции. В ходе мероприятия участников, как в школе, распределили на классы, благодаря чему они смогли испытать на себе применение различных современных методик работы с детьми, что позволяет понять эффект той или иной методики и позволит применять их на своих воспитанниках. Это должность новая, советник директора по воспитанию. Человек, который пришел, чтобы усилить воспитательную роль вообще в школах. Этот человек проносит федеральную повестку вообще в школу. Он обязательно выполняет работу с классными руководителями по реализации внеклассных занятий, разговора важном, проводит совместно с детьми и с учителями мероприятия ко Дню единых действий, это исторические памятные даты, да? И, конечно же, он работает по вовлечению детей, школьников, в детские общественные объединения. В будущем организаторы планируют значительно расширить программу и географию проекта. На сегодняшний день в республике работает 746 советников директоров, но нынешняя смена зимней школы навигаторов детства завершится 20 января.
Семен Никифоров, Илья Сыромятников, Якутск. Одним из приоритетных направлений деятельности Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в республике является обучение населения безопасным навыкам поведения и профилактика травматизма среди детей. Якутские волонтеры на постоянной основе ведут работу по этим направлениям. Сегодня мы поговорим с вами о безопасности зимой. Волонтеры Национального центра регулярно в теории и на практике с детьми отрабатывают правильные действия в чрезвычайных ситуациях в природной и городской среде, проводят профилактические уроки в детских садах и школах. Основная тема таких встреч сегодня – формирование у детей культуры безопасного поведения зимой. Борьба с травматизмом и помощь детям – это наша главная задача, которой мы сейчас занимаемся. Проводя такие уроки, мы рассказываем детям, какие опасности подстерегают их. Это начиная с холодов, то есть минусовая температура, дикие собаки, дикие животные, горки, катание на ватрушках, туман и снегопад. Это наши тоже такие враги, которые могут помешать ребенку увидеть опасность. То есть транспорт, который выезжает из подворотни на дороге. Переходя дорогу, можно не только рискуешь попасть под машину, но еще и подскользнуться. Поэтому очень-очень надо быть внимательным. Снег, лед, гололед, промоины, тонкий лед – все-таки это большие опасности, которые именно зимой они актуальны. Дети узнают о правилах грамотного поведения в экстремальных ситуациях в зимний период при выходе на лед, попадании в метель. Знакомятся или укрепляют свои знания о правилах безопасного катания на горках, получают советы для профилактики обморожения. Это был полезный урок, то, что все же освежили память, то, что рассказали, напомнили, так сказать. Я частенько одеваюсь в баллоны, так, чтобы снег не попадал по сугробам, просто потому что весело. Но теперь буду правило такое знать. Лучше не ходить. Надо всегда быть на связи и всегда сохранить заряд. Нужно носить шарф, там прикрываться, чтобы не задыхаться от холодного воздуха. Это очень опасно для здоровья. Обморожение можно также получить, если тепло не одеваться. Можно посоветовать всем, чтобы держали руки в тепле постоянно. Это очень полезно для тех, кто не знает правила зимы. Поэтому советую всем послушать. Такие уроки полезны для детей всех возрастов, а взрослым нужно помнить главное – учить своих детей осторожности и всегда самим оставаться для них примером безопасного поведения. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Сохранение биоразнообразия является одним из важных направлений экологической политики «Алроса». В декабре алмазодобывающая компания подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Институтом биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук и администрацией заповедника китайской провинции Цзянси озера Паянг. Главной целью документа является сохранение краснокнижного вида птиц, а именно гуся-пискульки. Подробности расскажет моя коллега Вероника Таюрская. Гусь-пискулька занесен в Красные книги России и Якутии, имеет статус уязвимого вида. В 1990-е годы популяция составляла 65 тысяч особей, а в настоящее время их количество сократилось до 4 тысяч птиц. Эксперты Института биологических проблем криолитозоны СОРАН отмечают, что гусь-пискулька является живым индикатором состояния водоемов и экосистем. Исследования гуся-пискульки начались еще в 2005 году. Нами было предложено компанией «Алроса» проект по сохранению дикого гуся, редкого гуся пискульки на территории как раз вот ресурсного резервата, в бассейне реки Муна. И компания пошла навстречу, заключили договор, и с тех пор у нас, значит, 2020 года вроде бы началось его исследование, там смотреть оценку его состояния, сравнение, что мы в 2005 году, какие там колонии его находили, и сейчас. Исследования Института и Алроса начались в 2022 году. Тогда были закуплены и установлены первые датчики, дающие информацию о миграции гуся-пискульки. Летом 2023 года ученые совместно с Алроса провели летнюю экспедицию на территории ресурсного резервата Муна, в ходе которой участники обнаружили увеличение мест гнездования пискульки. Компания «Алроса» несет ответственность, чтобы те места обитания этого гуся, экосистемы вот этого бассейна Муны оставались в первозданном виде и не загрязнялись, ничего. Это будет как показательный пример, что как работает экологически ответственная компания.
По результатам летней экспедиции 2023 года было установлено, что количество птиц остается стабильным в сравнении с более ранними исследованиями. Так, на протяжении 140 километров по реке Муна ученые обнаружили 6 выводков пискулек от 4 до 7 молодых особей. По результатам экспедиции было установлены передатчики, с помощью которых мы отслеживаем также пути миграции. В результате исследований было установлено о том, что гуси перелетают на зимовку на территории озера Паянху в Китайской Народной Республике. Подписание трехстороннего меморандума между Алроса, якутскими учеными и их китайскими коллегами позволит усилить работу по изучению и сохранению краснокнижной птицы. Специалисты планируют выявить пути миграции с остановками, а также определить основные причины сокращения популяции. Власий Сергеев, Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Георгий Григорьев, Якутск. Василий Егоров одержал первую победу над Расулом Салиевым в 1/4 финала Кубка России. Победа была присвоена единогласным решением судей. В Самаре продолжается турнир сильнейших боксеров страны. В полуфинале якутский боксер встретится с прошлогодним чемпионом России Баиром Батлаевым из Бурятии. Еще один воспитанник якутской школы бокса Николай Пшенников, выступивший в весовой категории до 60 килограмм, проиграл мастеру спорта международного класса из Московской области Константину Апольскому. Полуфинальные поединки пройдут завтра, 19 января, с 14 часов по московскому времени. Московская область, Республика Саха, Якутия. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.